Мы хотели бы выступить перед вами сегодня и потом еженедельно для того, чтобы к нам часто в уголовный розыск, в ГУВД обращаются люди по поводу всевозможных слухов, которые разносятся по городу. Значит, по поводу нашей работы интересуются, делает ли что-нибудь милиция, раскрывает ли милиция какие-либо преступления. Значит, чтобы вы были более информированы по поводу всех преступлений, которые происходят у нас в районе. Еженедельно мы будем выступать перед вами, сообщать о всех преступлениях, правонарушениях, дорожно-транспортных происшествиях, совершаемых в течение недели по всему Нерюнгринскому району. Значит, с 11 по 18 число, с 11 по 18 ноября этого года у нас в городе и в районе совершено 2 убийства, 1 разбойное нападение, 7 грабежей, 13 квартирных краж, 14 краж из госпредприятий и учреждений, 3 кражи с автотранспорта, 4 угона и 2 гражданам были нанесены ножевые ранения. Что нужно сказать? Одно из убийств было совершено на бытовой почве, жена топором зарубила мужа. Одно убийство в поселке Енгра был обнаружен труп гражданина Степанова со сквозным огнестрельным ранением. Преступник установлен, в настоящее время он задержан, по делу ведется следствие, оружие изъято. 18 ноября 2 неизвестных зашли к жителю поселка Чульман в квартиру. Значит, угрожая ножом, вымогали у него деньги. Затем стали душить, избили его и, забрав личные вещи, скрылись. В настоящее время эти преступники также задержаны, по делу ведется следствие. Из 7 грабежей, которые произошли в течение недели в районе, все это снятие шапок у граждан. Пострадавшие из 7 человек 6 женщин и 1 мужчина, который, находясь в нетрезвом состоянии, лежал в подъезде, с него тоже сняли шапку. В основном грабежи совершаются в вечернее время, как правило, на слабо освещенных улицах города Нерюнгри. Поэтому большая просьба для женщин, возвращающихся с работы: выбирайте по дороге домой наиболее людные места и наиболее освещенные улицы. Как я уже сказал, было совершено за неделю 13 квартирных краж. Как правило, кража из квартир совершается в тот период, когда все люди на работе, то есть где-то с 8 часов утра и до 6 часов вечера. Ну, если в большинстве случаев они совершены путем выбивания дверей, надо сказать, что из этих 13 квартирных краж 6 косвенно виновниками сами являются потерпевшие. Так, в 2 случаях люди ушли из дому, оставив квартиры и балки незакрытыми на какое-то время, в это время совершены были кражи. В остальных случаях граждане оставляли ключи в обусловленном месте, то есть под ковриком, в электрическом щитке, либо над дверью. О всех этих местах знают преступники, они ходят по подъездам, смотрят такие места, если находят ключи, значит, как правило, проникают в квартиры. Из 14 краж из госпредприятий и учреждений только в 4 случаях было похищено государственное имущество. В остальных же случаях это были похищенные, оставленные в кабинетах без присмотра, либо в других местах, личные вещи, шапки, деньги, сумочки с документами или золотые изделия. Что касается краж государственного имущества, хочу остановиться на 2 из них. Так, в ночь с 16 на 17 ноября из 44-го склада базы Орса путем взлома двери были похищены несколько ящиков с водкой «Золотое кольцо», а также водка столичная и игристое шампанское. До настоящего времени преступники не установлены, по делу ведется следствие. Кражи государственного имущества. В ночь с 17 на 18 ноября, выбив решетку в окне, неизвестные проникли в склад Орса Якутзолото в поселке Беркакит, откуда похитили 120 пуховиков производства Япония. Значит, похищенные пуховики, мужские и женские, были розового, темно-синего и голубого цвета. Подобные пуховики сейчас вы видите на своих экранах. Пуховики
такого вида в продажу в городе Нерюнгри не поступали. Около 4 часов утра 18 ноября 3 гражданина, жителя города Нерюнгри, проникли в магазин «Товары для дома», откуда похитили большое количество аппаратуры, а также промышленных товаров. В настоящее время преступники, все 3 преступников задержаны, похищенные вещи изъяты, по делу ведется следствие.